он всегда занимался политикой в Кремле. Это совсем другой тип политики. А политическое объяснение состояло в том, что он всю жизнь искал преемника. И это был не один человек, это была череда преемников. Был Сосковец одно время, Шумейко был, Немцов был, Черномырдин был, даже Примаков, Степашин. Он искал человека, который, на его взгляд, смог бы стать реальным президентом. Потому что он прямо без обиняков мне тогда сказал, что ну вот 3 месяца, а дальше посмотрим. Не так сильно. Степашин первый зам. Исправить. Сергей Владимирович, пересядьте. Первый зам председателя правительства Степашин Сергей Владимирович. Вот у него у самого было такое звериное чувство власти. Вот просто звериное чувство власти. И он это абсолютно точно чувствовал в других. Любой отобранный преемник был обречен на довольно быстрый период вылетания. Это группа политиков, которых сделал Ельцин сам. Если хотите, выкормил с руки. Решение о выборе преемника принималось в очень узком кругу. Ну и в конце концов это пришло к тому, что к Борису Николаевичу ходил только руководитель администрации, ну, может быть, несколько советников, Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев. А в ближнем круге то и дело происходили драматические события. Вдруг часов, по-моему, в 8 утра у меня раздается звонок. Значит, Юмашева, давай, приезжай срочно, езжай сюда. Борис Николаевич надумал Компартию запрещать. Ну, это, в общем, уже такая известная вещь. Говорит, слушайте, ну, утро, что нет, вот, в 3 часа проснулся, с 3 часов запрещает. Значит, давай, срочно езжай. Кириенко едет к Ельцину. Вдруг он меня видит, у него прям такой, ну, слава богу, вроде, вот никто меня здесь не понимает, да? Вот только ты меня понимаешь. Ну, давай, ну, правильно, надо же ее запрещать. И вдруг я тоже говорю, что, Борис Николаевич, ну, никак невозможно. И такой взгляд, такая обида во взгляде, вот, ну, что ты, и ты, брут. Да, ну ты-то вот как бы, ну, причем во взгляде понятно, вот, мне так, по крайней мере, показалось в тот момент, да один черт я ее не запрещу. Ну вот как бы, ну подыграть-то мог бы. Он актерствует, поскольку он для себя выдумывал как некий первый образ первого президента, да, вот. И он эту импульсивность часто наигрывает, я вас уверяю. Вот что произошло. Если бы оно не поддержало коммунистов, Селезнева бы не избрали. Возмущаться просто уже сил нет. И тот же Ельцин иногда поражал нас глубоко искренними шагами. Таким, хочется верить, был и его последний жест, обращенная к нам просьба о прощении. Я хочу попросить у вас прощения за то, что
многие наши с вами мечты не сбылись. За то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я знаю, что люди оценили этот шаг и действительно многое Ельцину простили. Это тоже очень по-русски. И все-таки, какие именно конкретные шаги Ельцин в глубине души считал своими ошибками? Чеченская трагедия. Это фантастическая ошибка. Но он сам начал с того, что мне теперь, значит, мне нет прощения за то, что произошло в Чечне. Я сказал, что в свое время берите суверенитета столько, сколько можете. Но вот в слово «можете» как раз и заложен очень глубокий смысл. Сколько можете. Не берите больше, чем можете, а то надорветесь, как Чечня. Взяла больше и надорвалась. Джохар Дудаев пришел к власти в 1991 году не без помощи российских демократов. После августовского путча они всячески приветствовали свержение в национальных республиках режимов, лояльных Горбачеву. В Чечне зрели вот те события, которые общеизвестны. Общенациональный конгресс чеченского народа, бессрочный митинг, разгон Верховного Совета, выборы президента Дудаева, которые тоже проходили там под угрозой оружия. Готовилось нападение на как раз находящееся в Грозном подразделение внутренних войск. Готовы были защищаться. И вот этот прием, который постоянно чеченцы использовали. Впереди женщины и дети. Ну, попробуй, открой огонь по женщинам и детям. Таким образом разоружили тогда практически всех, и там все оружие пооставалось. И 7 ноября, вот об этом почти никто не говорит, 1991 года, Ельцин вводит чрезвычайное положение в Чечен-Ингушетии. По приказу вице-президента Рудского в Ханкале высаживается отряд «Витязь», спецназ внутренних войск. Он должен удерживать аэропорт до подхода основных сил. Но было одно «но». Армия все еще подчинялась в тот момент не Ельцину, а Горбачеву. Опять же двоевластие. Никакой четкой, внятной команды от тогда президента Горбачева по поводу вводить-не вводить войска не последовало. Однако тогда с Дудаевым удалось договориться. Спецназовцам, попавшим в окружение, предоставили автобусы и позволили покинуть территорию Чечни. Зато как бы стимулировали колоссальные движения внутренние на соединение чеченцев против России. Это был кульминационный момент, когда они как бы в восторге объединились против ненавистной России. А дальше мы знаем, что уже и расстрел последующим его парламента, что это криминальная крыша, отстойник для преступного мира, фальшивое авизо и так далее. Мы знали, что оттуда потоком уходили русские, потоком. Мы знали, что их просто выселяли из своих квартир, знали, что их грабили. Мы все это знали.
Вспомните лето 94 года. Я-то помню, я был тогда директором Федеральной службы контрразведки. Каждый последний четверг в Каменводах или рядом захваты либо автобуса, либо вертолета. Сначала 1 миллион, потом 3, потом 5, потом 8, потом 15 миллионов долларов. Летом 94-го начинается разработка специальной операции. Время, казалось, выбрано удачно. Насыщенная криминальными деньгами правящая верхушка независимой Ичкерии начинает распадаться на враждующие группировки. И казалось тогда в том, что вот чуть-чуть нужно поддавить, немножечко помочь, и как карточный домик рассыпется режим Джохара. Вот казалось. Отсюда и ноябрьская операция, когда вошли в Грозный в ноябре представители чеченской оппозиции. Задача была одна. Они должны были продержать город в течение 1,5 дней. Они вошли в город. Кстати, никак не планировалось то, чтобы в танках находились наши военнослужащие. Они должны были выполнять роль инструкторов непосредственно на подконтрольной федералам территории. Сразу после взятия Грозного колонной оппозиции Степашин звонит президенту России и просит дать команду на ввод основных сил. В Моздоке тогда уже было готово несколько частей соединений на поддержку. Если город взят, все это готовилось серьезно с августа месяца. Но была дана команда «Стоп». Дудаевцы тем временем отбили Грозный, захватили пленных и показали всему миру, что на самом деле это нанятые по контракту российские танкисты. Так вот, тогда это была, конечно, безусловная ошибка, потому что нельзя было вводить в плоскость взаимоотношений чеченцев и русских с оружием. Нельзя было. Вот тогда это была ошибка, и уже тогда, вот после этого, совершенно другой контекст приобрели действия Джохара Дудаева. Скажите, пожалуйста, чтобы нам дали свободу. Мы ничего не требуем. Пожалуйста, донесите нашу правду. Нас предупреждали все. И диаспора за рубежом, и руководители государств, которые к этой диаспоре большие были, и Иордания, и Сирия, и другие, так сказать. Делайте, наводите порядок, только ни в коем случае не вводите войска туда. Ситуация резко изменится. Тем не менее, Ельцин рассматривает только военное решение чеченской проблемы. 29 ноября 1994 года собирается Совет Безопасности, новое малое политбюро. Протоколы того заседания до сих пор секретны. Сегодня на Совете Безопасности рассматриваются два вопроса. О политике России в Кавказском регионе в целом. Так вот, на этом Совете Безопасности Грачев был единственным, кто выразил сомнение в целесообразности военного вторжения в Чечню. Мы все силовики, а нас было еще, кроме меня, двое. Ерин, Степашин. Вот. Не были такими азартными игроками в пользу ведения боевых действий. Голосовали все за. Все. А затем президент сказал, вот вы еще и подпишитесь, пожалуйста, под этим решением Совбеза. Хотя я понимаю, что ответственность буду нести я как президент. Против войны в Чечне сразу же выступили те, кто раньше поддерживал Ельцина. Демократы и независимая пресса. Трудно было себе представить, почему ты среди своих журналистов, а значит и среди народа своего, не имеешь поддержку в том, что ты делаешь. И я думаю, что Борис Николаевич, наверное, тоже очень остро это переживал, потому что это было на протяжении практически всей войны. К чести Ельцина, он удержался от ответа и потом даже по-своему гордился этим. С
Помните, было ли когда в России такое, чтобы критиковали главу государства? Никогда не было. А сейчас, может быть, только понервничаешь, но ничего, можно терпеть. Чечня стала пиком противостояния двух идей. Идеи прав человека и идеи государства. Да? Я не ястреб и не государственник, но я пытался объяснить, что, вы понимаете, идея прав человека цивилизация родила только после того, как возникли сильные государства. И только сильные демократические государства могут обеспечивать права человека. Ценой огромных потерь российская армия все же сумела взять Грозный и, казалось, к лету 95-го установила контроль над большей частью территории Чечни. Как вдруг... Алло, Шабиль Басаев. Алло. Рейд Басаева на Буденновск в глубокий тыл российских войск в тот момент, когда считалось, что Дудаев побежден, послал власть в нокдаун. Москва потребовала штурма захваченной больницы. Против был я и против был Толик Савельев из группы А, который погиб. Анатолий Савельев в антитеррористической операции. Но тем не менее, значит, такая команда была получена. В окнах стояли, значит, заложники, террористы, находились между ног заложников, рядом с ногами. Интенсивность огня до такой степени высокой была, что вблизи, значит, боевых порядков, значит, траву как газонокосилкой косили. Заранее, когда пили переговоры, Шамиля там не было, там Шаровани был, младший брат, я говорю, Шаровани, передай Шамилю, он трус. Бабскими юбками прикрываться, это не мужчина. Это шакалы. Это шакалы. Как с ними воевать? Но война продолжалась. Переговоры лета 95-го так и не принесли мира. А в 96-м выборы заставили Ельцина принять в Кремле нового лидера сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. Вот давайте поговорим. Я приехал с вами решать этот вопрос. Я согласен с вами решать. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если даже вы не равны, мы должны это решить. Вот, мы не равны с вами. Садитесь. 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 Борис Николаевич, я таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте Садитесь. мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если тогда я вообще буду. Садитесь, здорово. Я не сяду. Вы можете меня задать. Вы, наверное, помните, мы в Нижнем собирали подписи против первой войны в Чечне. Был собран 1 миллион подписей, и я эти подписи отвез в Кремль, целый грузовик, и одну из папок с этими подписями принес в кабинет президента и показал. Он открыл папку, увидел огромное количество подписей и говорит, эти подписи за меня или против? Доброжелатели объяснили Ельцину, подписи эти скорее против, чем за него. И мы с ним не разговаривали почти полгода. И вдруг в мае, уже ближе к концу, раздался звонок по спецсвязи. И я услышал голос президента, до боли знакомый. И он мне сказал, это вы хотели войну в Чечне остановить? Помните, полгода назад вы ко мне приходили с этим? Я говорю, да, помню, Борис Николаевич. Ну, значит так, завтра поедем с вами в Чечню. Вы будете как голубь мира там. Мир образца 96-го оказался непрочным, что бы ни говорилось тогда. Война закончилась. Мятежников вы разгромили. Уничтожили банды. На самом деле болезнь только загнали вовнутрь,
и она опять вырвалась наружу новой чеченской войной в 99-м. Понимаете, мы ведь сейчас судим Ельцина не за решение, а за его последствия. В основном, правильно? Представьте себе, что это же решение было бы обставлено другим исполнением этого решения. Что действительно они там за 10 дней взяли бы под контроль территорию, там, разоружили банды там, и прочее. Мы бы подходили к этому совершенно по-другому. Правильно? Хорошо быть президентом в богатой и мирной стране. Хуже, когда на твою долю выпало управлять страной бедной, которая не раз оказывалась на грани раскола, как в 93-м. Всегда, когда он терял власть, она уходила, как бы просачивалась между пальцами, а таких было несколько ситуаций, несколько периодов. Всегда, в конце концов, именно это его и мобилизовывало и возвращало назад в боевое состояние. Это правда. Разрушитель по натуре. То есть надо вздыбить ситуацию, поставить ее на рога, там все переломать. Это его среда обитания, конфликт. То, что достигнуто такое согласие между тремя ветвями власти, президентской, исполнительской, законодательной, судебной, означает, что народ может жить спокойно, что никаких коллизий, никаких переворотов не будет. Сегодня я подписал указ об особом порядке управления до преодоления кризиса власти. Это было в марте 93-го. Контролируемый оппозицией Верховный Совет тут же объявил указ президента незаконным и поручил прокуратуре провести проверку, а Конституционному суду дать оценку действиям Ельцина. И мы ее проводили, проверку. Мы опрашивали Скокова, Шахрая, Филатова и так далее, потому что они визировали проект этого указа. Но оказалось, что Борис Николаевич сказал, выдав желаемое за действительное. Этот указ не был официально выпущен и не подписан. Внеочередной съезд народных депутатов начал процедуру импичмента. И сейчас прошу вас поставить на голосование вопрос об отрешении президента от должности. Главной фигурой, которая разрушает Россию, является наш президент. Я поставил вопрос о референдуме 25 апреля, чтобы россияне сказали, если да, тогда еще с большим рвением буду работать, если нет, уйду в отставку. На апрельском референдуме избиратели подтвердили доверие президенту, одобрили политику правительства, однако, вопреки ожиданиям в Кремле, проголосовали против досрочных перевыборов парламента. «Прекратите распри и займитесь делом», — сказали люди. Но конфликт лишь набирал обороты. Я вас хорошо понимаю. Я встал на вашем пути безрассудных действий. И уйду я лишь в том случае, если мне выскажет недоверие съезд народных депутатов и народ, который избирал президента вместе с вице-президентом. В ответ Ельцин публично выражает недоверие Рудскому. Во время подготовки к референдуму вице-президент фактически стал одним из лидеров противников реформ. Я утратил доверие к Рудскому и освободил его от всех поручений, даваемых президентом. В сентябре работникам силовых министерств почти в 2 раза повышают заработную плату. Президент посещает дивизию внутренних войск имени Дзержинского. На плечи демонстративно наброшена форменная куртка отряда специального назначения «Витязь». 21 сентября Ельцин оглашает указ о распуске парламента. Еще что-то сказал президент неудачное, может быть, под каким-то, так сказать, как... Мятежный парламент делает ответный ход.
Президент Российской Федерации прекратил полномочия народных депутатов Российской Федерации. Тем самым президент Российской Федерации использовал свои полномочия для приостановления деятельности законно избранных органов государственной власти, что в соответствии со статьей 121.6 Конституции Российской Федерации влечет немедленное прекращение его полномочий. На следующий день, 22 сентября, в осажденном Белом доме съезд народных депутатов назначает президентом Александра Рудского. 2 октября в Москве впервые вспыхивают серьезные волнения сторонников оппозиции. Правда, в этот день дальше Смоленской площади дело не идет, но ситуация накалена до предела. Армия ничего не хотела делать. Да, отдаются какие-то указания, потом, значит, Министерство обороны замолкает. Грачев меня удивил. Он сказал, я не буду вовлекать армию, разрешайте без солдат, и ничего я этого делать не буду. 3 октября в 2 часа дня многотысячная толпа ожесточенных сторонников оппозиции, прорвав оцепление фактически безоружных милиционеров на Крымском валу, направляется к Белому дому. В конфликте между президентом и парламентом солдаты, стоявшие в оцеплении Белого дома, явно сочувствовали депутатам. С приближением колонны демонстрантов Софринская бригада спецназа переходит на сторону Верховного Совета. Начинается братание солдат с мятежниками. Заместителем командира тогда был Владимир Енягин. В это время от парапета, от гостиницы стали стрелять в спину. Какие-то неизвестные люди. В милицейской форме одежды были, сейчас точно не знаю. Потому что наших 5 солдат упало. Один офицер и командир немножко задело. В частности, один из них потом скончался в больнице. После этой неожиданной перестрелки Софринская бригада уходит из оцепления. Ей на смену приходит отряд «Витязь», который пытается на БТРах прорваться к Белому дому. Но их забрасывают камнями, а один из бронетранспортеров подожжен. Опьяненная первой кровью толпа бежит к мэрии. Кто способен идти на штурм мэрии? Региструйте настоящую репу. Заходите далее! Никого не трогать! Обрезать все телефонные связи! Чиновников выкинуть нахуй на улицу! Отлично! Среди нападавших на мэрию были хорошо вооруженные люди, а у защитников приказ не открывать огня. Мэрия захвачена. Окрыленные легкой победой, Рудской и Макашов отдают приказ захватить телецентр. Мужики, машины сейчас на Останкино. К началу штурма телецентр охраняли всего 25 солдат-срочников из дивизии имени Дзержинского. Главком внутренних войск Анатолий Куликов отдает приказ командиру отряда «Витязь» полковнику Лысюку обеспечить защиту Останкина. Я задаю вопрос.
случае вооруженного нападения какие могут быть действия. То есть по применению оружия не дают в случае применения по вам оружия, разрешая применять оружие на поражение. Где-то за 15 минут заняли оба корпуса. То есть фактически выставили охрану в левом корпусе, по подземному переходу прошли, и по периметру, значит, этого корпуса, вот куда мы проникли. Машина начала бить вот этот въезд. Люди группируются вооруженно, что мне, как быть и прочее. Случайный выстрел. Выстрел с гранатомета. Граната, выстрел попадает, кумулятивный выстрел попадает в стенку за Николаем Ситниковым, взрывается, и кусок алюминиевого корпуса перебивает ему сонную артерию и руку полностью, значит, соответственно. Как только пролилась первая кровь, витязи открывают огонь по толпе. Стреляют грамотно, безжалостно, перекрестным огнем из обоих корпусов телецентра. Буквально через 15 минут толпа, в которой были и вооруженные люди, и журналисты, и просто любопытные, была рассеяна. Около Останкина, по официальным данным, погибло 45 человек, по неофициальным – более 70. Как это ни трагично, именно эти жертвы, возможно, позволили избежать куда большей крови. В обстановке паралича власти решительность одного офицера, верного присяге и выполнившего устный приказ, позволила переломить ситуацию. Ельцин прилетел в Кремль с подмосковной дачи вечером, когда уже начался штурм Останкина. Ему пришлось уговаривать сначала спецназовцев, а потом и генералов армии выступить на подавление мятежа. «Вы готовы выполнять приказ президента?» – спросил я. В ответ жуткое молчание командиров группы «Альфа». Я обвел их взглядом. «Тогда я спрошу вас, вы отказываетесь выполнить приказ президента?» Так описывает Ельцин этот тяжелый разговор с командирами спецподразделений. Следующее утро, 4 октября, в Москве было солнечным, но тяжелым. Вы видите, как дымится здание мэрии, Белый дом еще не тронут. А это площадь напротив Моссовета, там всю ночь стояли безоружные сторонники Гайдара, те, кого ему удалось вывести на ночные московские улицы. Обстрел Белого дома планировали начать в 8 утра, начали после 10, когда уже успела собраться толпа любопытных. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Если слышат меня летчики, поднимайте боевые машины. Эта банда засела в Кремле и в Министерстве внутренних дел, и оттуда ведет управление. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающих демократию. Ожидаемого, ожесточенного такого, ощетинившегося вооруженного сопротивления с морем огня такого не было. Но то, что такая стрельба была, были выстрелы и в том числе из гранатомета, были выстрелы, это нам было известно. После расстрела Белого дома и горящего Белого дома я его обошел весь, обошел практически все кабинеты. В 2 или в 3 местах мы нашли только несколько десятков гильз, которые свидетельствовали, что из Белого дома огонь мог вестись. 2 бронемашины были подбиты, и я думал, что они были подбиты мятежниками. Но в последующие месяцы, анализируя все до деталей, проводя такое расследование, я пришел к выводу, что они были подбиты из бронетехники Министерства обороны. Захват Белого дома
был поручен группе «Альфа». Однако командир альфовцев генерал Зайцев, прежде чем идти на штурм Белого дома, послал своих офицеров на переговоры с руководителями обороняющихся. Группа нашим условиям. Или они сдаются, или через час группа А и группа «Вымпел» берут здание штурма. Мы не хотим, Опустите все оружие! Опустите оружие! Кто-нибудь высуньтесь в окно! С вами будет говорить подполковник группы «Альфа». Пожалуйста, кто-нибудь один ответьте! Опустите все оружие! Опустите оружие! Не стреляйте! Кровопролитного штурма удалось избежать. Арестованных зачинщиков мятежа отвезли в Лефортово. Депутатов распустили по домам. Вспоминал ли потом о тех, кто случайно пострадал во время событий 3-4 октября, и о тех фанатиках, которые погибли, защищая Белый дом и нападая на Останкино, президент Ельцин? Испытывал ли он чувство вины или все-таки до сих пор не жалеет ни о чем, понимая, что не пойди тогда он на крайние меры, мы жили бы совсем в другой стране? Мятежный красный парламент, отчаянно сопротивлявшийся либеральной реформе, разгромлен. Но и либералы больше уже никогда не будут у власти. Правда, сами они об этом еще не догадываются. Они полны надежд и далеко идущих планов. Они готовятся к выборам в Государственную Думу. Они еще совсем не искушены в политике, но весьма самонадеянны. А главное, как во все времена, реформаторы на Руси страшно далеки от народа. Тогда, в 93-м, казалось, что либералы обречены на победу. Политические организации, принимавшие участие в мятеже, запрещены, их лидеры в Лефортово, их газеты закрыты. Вы знаете, мне сейчас обстановка вообще в России нравится. Хорошая сейчас обстановка. Главное, появился новый закон о выборах, который и должен был обеспечить успех демократам. Средствами массовой информации мы владеем. Сейчас мы в телевидении запузырим все, что надо, втащим в Думу всех своих, и все будет хорошо. Чтобы с помпой отпраздновать победу демократов, в ночь после выборов государственное телевидение устроило телешоу под названием «Встреча нового политического года». Однако затея обернулась полным конфузом. Кто бы в Думу не вошел, подружитесь, братцы. Я на выборы пришел, чтобы жить нам в царстве российском. По нашим предварительным данным, по выборам, по блокам, где-то одинаково идут выборы России по дальним округам и партии Жириновского. Чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность, наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час и боль разлуки готов делить. Живите долго, без болезней, без огорчений и тревог. Пусть только радость и веселье переступают ваш порог. Результаты голосования по блокам. Либерально-демократическая партия России 20%, Коммунистическая партия 12%, Российская... Да, удивительная ночь. Остальные партии имеют просто менее 4%. Удивительная ночь. Трансляцию неудавшегося праздника пришлось просто оборвать на полуслове. Лидер несостоявшейся партии власти Егор Гайдар уходит из правительства в отставку. Я бы сказал чуть иначе. Нельзя работать, делать свое дело, не имея для этого необходимых рычагов. Как ни странно, поражение реформаторов на выборах Ельцина не особенно расстроило.
Вот если говорить о какой-то его доминанте в то время, то она была такая. Вот сейчас начинается новая жизнь с чистого листа. Я сожалею, что шанс, отпущенный ему историей, был в гораздо большей степени после 93-го года использован на кремлевскую интригу, чем на создание нового демократического государства в России. В 94-м, когда политические страсти улеглись, а новая конституция предоставила президенту почти неограниченные, как у настоящего царя, полномочия, Ельцин очень изменился и стал стремительно терять интерес к кропотливой, каждодневной управленческой работе. Как-то нам надо с Борисом Николаевичем повидаться, встретиться. По-моему, он же предложил, что вы напишите Борису Николаевичу, вот что это не очень хорошо. Я, как президент, убежден уверен, что между нашими народами будет развиваться только дружба, только дружба. И никогда не будет войны. И подписали их 7 человек. Помощники Шевченко Володя, Коржаков, я, Рюриков, Илюшин. Борис Николаевич уезжал в отпуск, и письмо взял с собой первый помощник Илюшин Виктор Васильевич. И, улучив подходящий, как ему казалось, момент, передал его президенту. Но оказалось, что и этот момент был неподходящий. Такого опала это не было, просто он несколько месяцев не хотел встречаться с людьми, подписавшими это письмо. И только в феврале следующего года мы разговаривали с ним по телефону по одному из текстов, или, по-моему, я поздравляла его с 23 февраля, и тогда он мне задал вопрос: а зачем вы подписали это письмо? Он всегда на «вы» обращался. Зачем подписали это письмо? Это было так неожиданно, я даже речь потеряла, потому что мне казалось, что все уже улеглось, и уже все забыли об этой истории. Ни это письмо, ни многочисленные другие попытки ближайшего окружения оказать влияние на президента успеха не имели. И вот в Шиноне, когда президент не вышел из самолета, это был ужас. Я просто проспал. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Я сказал, что так можно проспать и Россию. И, по-моему, Ельцин очень обиделся. Эту почти детскую способность Ельцина помнить обиды, нанесенные близкими людьми, отмечают многие. На обратном из Чечни мы сидели и обедали в самолете. Ну, так весело было. Вот. Выпили. Причем он пил мало. Он вообще какие-то слабый напиток какой-то пил. Вот. Мы пили водку. Ну, такую, знаете. Юрий Долгорукий, если уж вам совсем интересно. Большая бутылка такая. Вот. И выпили прилично. То есть совсем. Я, например. Я не знаю, как остальные, но я, по-моему, очень прилично. Вот. И, честно говоря, после трапезы такой лучше всего уединиться и где-нибудь отоспаться, знаете, чтобы тебя никто не видел. Но, тем не менее, Борис Николаевич, когда мы выходили из самолета, сказал: а вот теперь езжайте на телевидение и доложите, как мы с вами съездили. Я ему сказал: Борис Николаевич, ну это же невозможно. Вы что, не видите? Вижу. А помните, что вы сказали про меня, когда я в Ирландии был? Вряд ли, уходя с поста президента, Борис Ельцин просил прощения за все это.
Может быть, он сожалел, что после 93-го, одержав победу над противниками либеральной реформы, не довел ее до конца, обманул надежды интеллигенции? Нет, скорее всего, ни у либералов, ни у интеллигенции Ельцин не стал бы просить прощения. Слова «простите меня» все-таки, наверное, были обращены им к тем простым людям, которые в его правлении стали жить труднее, беднее, обездоленнее. Реформы не могут быть не болезненными. Неизбежны болезненные решения. Наверное, это было самым большим переживанием президента. Уверяю вас, товарищи. Как-то забылось, что тяжелый экономический кризис в нашей стране начался задолго до Гайдара и Чубайса. Я даже знаю то, что в последнем автобусе в Москве едут ветераны и везут такую, так сказать, наглядную агитацию. Портрет Брежнева в орденах и портрет Горбачева в талонах. Если в декабре 91 года люди дрались у закрытых дверей универсама, чтобы занять выгодную позицию, сбежать первым и схватить пакет молока для ребенка, я это не выдумываю, потому что я говорю о себе. У меня внучка родилась, и мы с зятем занимались именно этим промыслом. Это правда, я сам в этом участвовал. В этой ситуации медленные, быстрые, это все не важно. И реформы ли тоже не важно. Важно, чтобы этого не было. 2 января 1992 года в России отпустили цены. Большинство магазинов закрылись на переучет. На полках работающих было пусто. С Ельциным в это время работать было хорошо. Я думаю, что он по странности ожидал действительно очень быстро тех результатов, вот, которые как глава республики и государства обещал людям. Говорят, значит, что повысятся, значит, цены. Нет. Ну, я отвечаю, тогда я лягу поперек рельс. Реформы навсегда похоронили слово «дефицит» и покончили с пустыми полками в магазинах. Однако отпущенные на свободу цены выросли не в 2-3 раза, а в десятки и даже сотни раз. Месяцев 5 после начала преобразований, вот как бы поддержка Ельциным того курса, который мы предлагаем, он начинает сокращаться. Он в все большей степени сомневается в том, на самом деле мы правы или нет. Ребята растерялись. Так, подождите. Дело не в этом. Мы все были абсолютно чужими для властной элиты страны. А ведь властная элита, это же не просто там 50 министров, это тысячи и тысячи людей. И сверху вот эта прослоечка из полудюжины молодых реформаторов. На чем она могла держаться все это время? Исключительно на Ельцине Борисе Николаевиче. Исключительно на Ельцине Борисе Николаевиче. Я сам в это верил. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через неудачи. Беда Бориса Николаевича, что содержательной стратегии власти у него не было. И когда мы сегодня признаемся, что реформы выразились в результаты крайне тяжелые и обременительные для населения, мы должны честно себе сказать, что во многом это не потому, что они такие глубокие и такие комплексные, но и потому, что они крайне непоследовательно проводились. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое,
богатое, цивилизованное будущее. Ну и сухой остаток состоит в том, что номенклатура правит нами уже напрямую, она не нуждается ни в каких союзниках, ни в интеллигенции, ни в народе. Борис Николаевич, нет ли у вас разочарования в демократии? Нет, в самом понятии демократии разочарований нет. Не может быть. Может быть, в чем-то недоработали демократы, в чем-то несогласованность была у них, но это работа молодых демократов, но никак не демократии. В демократии разочароваться – это значит тогда уже вообще опустить руки. Поэтому среди наследства Бориса Николаевича это вот эта недоделанная, но все-таки российская демократия. Мы ее имеем. Он ее сохранял любой ценой, понимая, что хорошей быть не может, но он ее сохранял. Но я хочу, чтобы вы знали, я никогда этого не говорил. Сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас, отказываясь болью во мне, в моем сердце, бессонные ночи, мучительные переживания. Что надо сделать, чтобы людям хотя бы немного жилось легче и лучше. Не было у меня более важной задачи. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вот ведь как оказывается. Пройдя огонь, воду и медные трубы, Борис Ельцин не потерял способности каяться в ошибках, сокрушаться о невыполненном. А мы, расставаясь с иллюзиями 90-х годов, сохраним ли мы способность прощать зло и помнить добро, и смотреть в будущее с надеждой?